блогеры проснулись. Здесь Володя проснулся. Так, ну мы сейчас... У нас какие планы-то, Володя? Рыбалка? Конечно. Клевая рыбалка, да? Клевая рыбалка. Куда же без нее? Мы дорвались-то в какой-то веке до такой рыбалки. Вон, ребята, тоже вон. Все снимается. Так, ну а я сегодня буду пытаться ловить сига, поискать. И, возможно, будет у нас, ну, рыбалка обычная. И будем еще что-нибудь придумывать, кто-нибудь новизну. Володя, подожди, ты не в Калининграде, куда бежишь? Не выловят всю рыбу без тебя. Не переживай. Итак, дорогие друзья, мы вышли на утреннюю рыбалочку с Володей с Калининграда. Идем. Ребята уже вон там находятся. И сегодня у нас будет плодотворный день. Ну и, конечно же, безопасность моих гостей превыше всего. Поэтому на всякий случай взял ружьишко. Только на всякий случай. Вот. Сегодня мы взяли термос. Будем рыбачить до обеда. Володя, тут дай мне что-нибудь. Да, нет, это... А что, пешню не будешь брать? Что-то я за памятью. Да, все. Володя очень спешит. Он думает, что до сих пор, что он в Калининграде. Да сейчас надо успевать. Нас обловят. Да не обловят на самом деле. Да, там места сейчас вообще предостаточно. Ну, мой план сегодня такой. Я буду искать сига. Взял специально маленькие блесенки. Одна из них даже серебряная. От ювелирной компании Уру, как вы помните. Эти блесна вы можете найти на портале клевая-рыбалка.рф. Скоро праздники, поэтому присматривайтесь. Можете сделать подарок своим рыбакам, знакомым, друзьям. Сегодня, может быть, я буду комбинировать с элементами полевой кухни. Возможно, что будет приготовление чего-нибудь. Ну, посмотрим. Поехали. Вот, Володя говорит, уже все жерлицы у ребят стоят. Вчера он уходил, говорит, у него... Что там, жерлицу сбило уже, да? Да, живца сбило, когда уже отвернулся, ухожу. И ты ее так и оставил, да? Ну, а что, без живца? Я ее просто на лед поставил. Понятно. Не было уже. Вон у ребят, вон флажки горят. В принципе, они там уже... Пойдем сейчас отдалбливать лунки. Да, надо бы... Промерзло. Морозится за десяточку, наверное. Лед толщина. Не, десяточка есть, наверное, но не за десятку. Ну, около десятки, по-любому. Да. Посмотрим, что там Андрей Сибирь поймал уже. С почином. Показывай, кого поймал. Большая. Но за ночь взял, да? Ночью взял, думаешь, или вчера вечером? Ты что, ночью взял бы, мне кажется, он бы не вчера сдернул. Вечером, потому что она перепуталась и вмята, и замерзшая. Но уже замерзшая. 7-6 работ. 7-6 работок, круто. Обрыв. А, да? Да. А сколько леска, на сколько стоит? 0,35. 0,35 леска, да? Угу. А поводок какой? Длинный или короткий? Ну, короткий, да? Ну, может быть, во рту. Вот, да. Но зубами обрывает, наверное, леску, наверное, это заматывают. Лед потолще стал, да? Да. Ну вот, ребята вот на жерлицы ловят, можете посмотреть у них. А мы сейчас будем искать сига. Щук для Дмитрича
И так наловят, ребята. У Володи сколько сработок? 3 жерлицы, 3 сработки. Вот. У него жерлица чуть поменьше получается. Давайте проверим толщину. Вчера здесь было довольно тонкий лед. Хорошо промерзло. Так, что-то у нас есть. Что-то есть даже. А мне кажется, это лунка маловато ты продолбил. Да, маловато. Ну, сейчас посмотрим, там вроде не крупная. Или уставшая уже щука. Ну точно Что-то щука, сошла, да? по-моему, не пойму. Или нет, на меня пошла. А, мелкая. Мелкая. А, сошла. А он даже не заглотил Не ее. заглотил, да. Это... Или утром еще живец даже целый остался. Ну, таких бы мы все равно отпускали. Понятно. Почистить лунку. Что у Агата там интересно? Агат Продакшн. Давайте пойдем посмотрим, что у Агата с утреца. А вон он сидит, вытаскивает уже. У Андрюхи тоже что-то там ой-ой-ой-кает. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Хороходил, хороходил. Налим, налим. Вытаскивай руками, хватай. Да не так, за пасть бери, он же это не кусается. Да, прям за пасть, там зубов нет. Опять Андрей первое место, красавчик. Сегодня чемпионом становится. Рыбак из Красноярска. Забрал еще одну жерлицу. Да, здесь налимы есть вот, ага, вот такие вот. Поздравляю, что, поздравляю, опять с почином. Вообще это рекорд по налиму. Так, сейчас идем, значит, Агат Продакшн что-то вытащил у нас, что там. Тоже его зовут тоже Вячеслав, он приехал из Алтая к нам. О, привет. С почином сегодняшнего Самые дня. жабры, короче, Но. прям в желудке у нее. Ну все, значит, вытаскиваем Что, его. будем делать юколу? Будем делать юколу, конечно, давайте забираем. Это юкола, ребята. Мы будем сегодня делать юколу. Кому нужна юкола, обращайтесь к Агатову. Он с Якутии привезет юколу. У тебя работает, Слав? Слава, у тебя работает? Как? Да. Ни хрена себе. Это Якутия, ребята! Якутия! Вот это налим. Рекорд по наливу поставил. Вот это налимчик. Хороший ночью. Хороший налимчик взял. Мне жерлицы. Ой. Да, вот так вот, ребят. Запутался. Ну как впечатление, Да какие, Вячеслав? Тут офигеть просто какие впечатления. Хорошая щучка попалась, да? Вообще шикарная. Вот. Сейчас ее надо будет походу выключать и как-то вытаскивать из жабер. Ну выключай его ножом так, дубани, пух по этим тыльной стороной. Тыльной, вот этой. Ну не, вот этой вот, правильно. Вот этой вот, да. Вот так и хотел. Сюда. Нет, ты не промазал маленько. Это капец просто. Да, вот. Все. Наверное. Установил рекорд по налиму. Вообще такая. Тут вообще рекорды все.
А ну-ка, положи-ка, я покажу. Ты, по-моему, неправильно немножко долбанул. Он должен пасть открыть. Вот, она не откроет. Вот теперь уже все. Видишь, открывается же спокойно. А так он зажимает и держит. Челюсти большие. Блин, в жабу. Ну ладно, пожелаем ребятам сегодня хорошей рыбалки. А мы Просто же. идем искать белую рыбу. Итак, поехали. О, у тебя поволокло леску. Андрюха, у тебя леску туда утаскивает. Но под воду. Вроде без ничего. Ну, ребят предупредил, чтобы брали крупняк только, что мелочи очень много. Там рыбу увозить тоже проблемно. Ну, они все это убедились, на своих глазах увидели, надеюсь. Ну и вы посмотрите заодно, как мы сюда, оказывается, добираемся. И как далеко, в принципе, мы рыбачим. Володя, давай. А тут она одна за другую затащила, зацепила. Ага. Сошла. И сошла, да? Ну. А ты слишком близко жерлицы, оказывается, А видишь, поставил. лед тонкий, поэтому особо далеко-то не расставишь. Поэтому сейчас уже начну разделять их, распределять. Ну да, сейчас-то уже можно, да. Так, ребята, мы с вами пойдем. Ну, все равно аккуратно пойдем на всякий случай, потому что мало ли. Да не, у меня так не может быть, сука, лес. Охренеть, с одной лунки. Там двойник. Сейчас посмотрю. Ребята, чью-то щуку вытащили, леска чья-то другая. Да это ихние, свои же это ихние жерлицы, Володь. А? Это ихние же и жерлицы, наверное, и путаются. Между вашими, наверное. Может, это моя жерлица, Андрюха? Если это ничья, значит это моя. Не, шучу. А я же говорил, у тебя леска тут уходила, когда я шел под воду. И вот ты вытащил чью-то жерлицу, получается, да? Да, я на лиму вытащил, и ты говоришь, леска уходит. Ну, А тут, смотрю, леска не моя, нифига какая-то. да. И она, кстати, А с поводком? подожди, она, кстати, старая, цветная, потом белая. Да Володь, ладно. а у Дима. тебя леска меняется цветом, да? Нет, Зелено-белая. не моя. У меня один поводок вообще оторван. Подожди, а вчера ни у кого не отрывала? У тебя же все оторвало? У меня-то зеленые все лески. А, да. Слава, а у тебя леска зеленая, белая? Значит, Какая? это его. Перемешанная, да, леска? Да, она такая, разноцветная. Ну, значит, вот твоя щука. Щука-то твоя. Там двойник белый. Да, белый серебристый двойник. А леска полностью вылезла, кстати, из лунки? По-моему, что? Может, оторвана она? Ну вот, попробуй вытащить. Она оторвалась у меня. Да? Да, я ее перебил. А, ну вот она. Легко идет. Эта щука, короче, оказалась у тебя, да? О, круто. Ну главное, ты вернул, Забирай, да. вернул свои эти крючки там. Блин, да я это... Там грузило где-то было. У меня вот они, все три. А, Как их тут распутывать? Да, круто. Да близко стоят, конечно. Да, ну сейчас-то уже можно подальше ставить. Мы можем подальше, просто вчера
маленько не это. Вот он, якутский ночь. По назначению пошел. По прямому. А я, знаешь, расстроился. Я начал с оклумба, вот там, ну вот она, наверное. Она, видимо, уже была запутана. Ну что, Андрюха, как рыбалка? Вообще, с одной лунки налима и щуку. Да-да. И мою щуку. Чужую щуку. Еще и не все проверил он. Да. Вот так вот, ребята, рыбачите. Удачи вам. Вот так вот у нас в Якутии рыбачат. Во, на клевой рыбалке. Так, ну вот, дорогие друзья, подошел я, значит, к такому месту. Вот здесь вот, то есть протока уходит, получается, на юг. Вот это вот сюда впадает тоже протока с реки Лена. Ну, это по летам, по большой воде, да. Это у нас восточное направление. И вот эти две протоки, получается, в этом месте как бы встречаются. Вот. И вот здесь вот по осени вот небольшой ручеек оставался. Вот. Вот. И вот на устье этого ручейка я хочу попробовать сейчас половить сига. А ребята остались вот. Вот от меня где-то метров так, 400-450, наверное. Вот. Ну что, давайте попробуем. Здесь поищем сига. Лед хороший, держит. День у нас длинный, хотя бы полдня сейчас посидим. Потом пойдем в палатку, что-нибудь уже приготовим. До дровишек приготовим. Вот. Ну, от берега метров 10, наверное, отошел. Ну да, где-то десятка. Здесь с этого места у меня очень много сюжетов с рыбалки. Всех гостей практически на первый лед я всегда везу сюда. Ну, мы с ребятами возим. Сами сюда частенько ездим. Причем, ребята, толщина льда здесь уже довольно-таки хорошая. Лед хорошо встал здесь. Странно, вот эта сторона почему-то вперед замерзает. Ну вот, вылез горбач первый. Вот и щука.
первая. Вот, друзья, такая вот первая щука у нас. Вот, но небольшая. Давайте ей подарим жизнь, отпустим. Есть. О, кушара. Хорошо. Стоять. Заберем глаз. О, еще один горбач. Сколько у меня там? 3 собаки, да? Вот собачкам свеженьких. А кусочков перекусить сейчас дадим. Ой. Это щука, ребята. Щука, ну хорошо, хоть она сошла. Не оторвала мне блесенку. Ой. Фух. Ой. Может, не стоит рисковать, а? И опустить уже нормальную блесну. Давайте так и сделаем. Не будем рисковать лишний раз. Хорошей блесной. О, хорошенькая. Слушай, совсем неплохая щука-то. Пузо показалось, но отпустил. Горбач сошел. Ну и пусть идет. Если хочет идти, пускай идет. Там просто щука стояла, вот она всю рыбу отпугивала. Вот сейчас горбач подошел. Рыба уже потихоньку подходит. О, все. Третий окунь на нашем счету. О, опять окушара. Так, ребята, здесь сига нету. Что-то, мне кажется, подсказывает мне интуиция, нужно туда заходить глубже. Ой. 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 Стоять. Ай, ё-моё.
Оторвала блесну. Ай-я. Ну все. Отрыбачились мы, короче, на серебряную блесну. Все, вот здесь вот запуталось у меня, короче, из-за этого ушла блесна. Все. Была блесна и нет блесны. Ну ладно, что теперь? Расстроиться и не рыбачить, что ли? Конечно же нет. Дорогие друзья, это была обрыв. Это был обрыв щукой моей новой серебряной блесны от компании Уру. Поэтому, кому интересно, эти блесна работают. Проходите, смотрите на портал клёвая-рыбалка.рф. Там будут представлены эти блесна. И кроме этого, сейчас у меня есть еще одна наиболее уловистая блесна, которая будет, я отдам в компанию, чтобы они сделали по ее образцу блесна. И эти блесна вы можете использовать на различных окуней, сигов, там, я не знаю, какая рыба у вас ловится, будете пробовать, если хотите, конечно. Ну что, дорогие друзья, сейчас мы пойдем в палатку. Я хочу отогреть свои заледеневшие удочки и, наверное, приготовим юколу с тех щук, которые ребят поймали. Ну, потом и я еще сделаю новую удочку, которую сейчас только что мне оторвала щука. И придем уже сюда. Так, вот здесь вот тезка, оказывается, сидит. Отошел подальше от всех. Сидит один. Сидит тут в одного, дубасит. Че, живец попался? Какая редкость, да? Редкость вообще. А ты что, переехал оттуда? Да, мне тут больше понравилось, красиво. А, ясно. Может быть, не из-за того, что там место лучше, или что, просто здесь рельеф поинтереснее. Ясно. Да мне там щуки, окуни, я так ушел. Да я пошел в палатку, мне тут оторвало блесенку маленькую мою, серебряную елка. Пошел за блесенкой. Пошел, да не, пошел вообще как бы снасти отогреть, они все заледенели. Ну сегодня прохладно. Сегодня прохладно, прям на глазах все замерзает. Лунки сразу схватывается. У тебя черпачка нету, Слав? Есть. Оставишь мне? Ты все равно сюда потом придешь. Да. Я взял черпачок, но что-то я Забыл сегодня, да? постеснялся его взять. А что с ним не так? Маленький, что ли? Да нет. Ну возьми вот этот, кстати, можно рыбу глушить. Ну я понял. Так, ребята тут уже щук принесли утренних. Пока они не задубели, надо юколу сейчас быстренько приготовить. Дрова у нас все закончились хорошие. Вот ребята вчера по незнанию тут дрова принесли. А это, оказывается, обычный кустарник. В общем, тальник, так сказать. А он как порох сгорает, и все, и тепла не дает. Листвяшку надо хорошую. Вот. Сейчас я этим займусь, пока ребята рыбачат. Да удочки свои подмонтирую. Притащил разморозить их. Табор.